Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 1 апреля в России стартовал весенний призыв в армию. В отличие от предыдущего, осеннего, который состоялся с опозданием из-за начала частичной мобилизации, в этот раз все началось в срок. Подробнее о весеннем призыве на военную службу расскажет гость в студии Александр Авдонин, военный комиссар Республики Саха-Якутия. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Каковы сроки проведения весеннего призыва в этом году? Сергей, вы правильно сказали, в этом году у нас сроки стандартные в соответствии с законодательством. Призыв у нас начался с 1 апреля, продлится до 15 июля. Исключение составляют у нас 14 муниципальных образований, которые расположены в северных районах. У них призыв начнется с 1 мая и также продлится до 15 июля. Все в плановые сроки в соответствии с указом президента. Кто подлежит весеннему призыву в этом году? Весеннему призыву в этом году также в соответствии с законодательством подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. В соответствии с годностью по состоянию здоровья к данным мероприятиям. Тут тоже никаких изменений у нас не было. Вот, кто и как определяет место прохождения военной службы призывников? Вот, имеют ли призывники право сами выбрать место военной службы? Да, Сергей, место проведения военной службы, прохождения определяются призывными комиссиями в муниципальных образованиях, где гражданам устанавливается категория годности к военной службе, по медицинским показаниям проводится профессиональный отбор граждан, социальные характеристики обследуются, и в соответствии с этим на основании данных, указанных данных мы определяем вид, род войск, куда будет направляться призывник. Но кроме этого принимаются во внимание спортивные достижения, наличие специальностей, которые приобретает гражданин. И в ходе окончательного комплектования на сборном пункте у нас в городе Якутске гражданин вправе выбрать, конечно, место при наличии оснований для этого. То есть мы всегда идем навстречу, если ребята желают служить в определенном роде виде войск, всегда идем навстречу, если они, естественно, соответствуют показаниям. Подходит по здоровью? Да, в индивидуальном порядке это все определяется. А если брать статистику, где чаще служат наши призывники? На каких территориях, может быть? Сергей, вопрос, да, хороший, его постоянно задают. Наши призывники, как правило, служат в воинских частях Дальневосточного федерального округа. Ну, если по военному говорить, то в войсках Восточного военного округа. Все в пунктах постоянной дислокации. Мы очень редко отправляем за пределы нашего Дальневосточного федерального округа. То есть все служат практически здесь. Владивосток, Хабаровск, Чита, Уссурийск, Бурятия. Вот эти места все. В связи со специальной военной операцией на Украине многие задаются вопросом, будут ли отправлять призывников в места боевых действий. Вопрос актуальный, да, его задают все, очень это волнует родителей, да и сами призывники тоже постоянно эти вопросы задают. Напомню всем, что в соответствии с решением президента, указанием Министерства обороны, категорически запрещено направлять военнослужащих по призыву в зону проведения специальной военной операции. Еще раз напомню, что все призывники, которые уходят у нас из Республики Саха-Якутия со сборного пункта, направляются в воинские части Восточного военного округа. Ни один призывник, который служит по призыву, не будет отправляться в зону проведения специальной военной операции. Какие социальные категории граждан в возрасте от 18 до 27 лет, годных к воинской службе, могут получить отсрочку от армии в этом году? Сергей, действующее законодательство у нас не менялось по отсрочкам. 53-м федеральным законом это все регулируется. У нас имеются 3 основания для предоставления отсрочек. Это состояние здоровья, когда гражданин временно негоден, ему предоставляется отсрочка на определенный период. Это отсрочки по учебе, то есть если он проходит обучение, на период обучения также предоставляется отсрочка. И следующая отсрочка – это по семейным обстоятельствам. Перечень отсрочек он широкий, там все в законодательстве написано. Еще раз напомню, что в связи со специальной военной операцией и прочими моментами на сегодняшний день законодательство не менялось. То есть все отсрочки стандартные, все как действовало до, действует сейчас. Но для кого предусмотрено полное освобождение от армии? Ну, как правило, полное освобождение от армии предоставляется гражданам, негодным к военной службе, тоже по медицинским показаниям. В основном только этой категории. Но есть еще категория, которые отбывают наказание. Мы их просто пока не призываем до определенных моментов. То есть первое основание для негодности – это здоровье? Да, это здоровье. Есть еще полное освобождение, это когда у нас гражданин имеет 2 детей, уже
до 27 лет, если у него двое детей есть, то он освобождается от призыва. Полностью освобождается Да. от призыва, да? Мгм. А вот если гражданин по тем или иным причинам не проходил военную службу до 27 лет, вот, будет ли он освобожден от службы или все-таки на сборы отправят? Вопрос тоже интересный. Если человек не прошел военную службу до 27 лет, он все равно вызывается на призывную комиссию, будь ему там 28 лет, 30 лет, когда при обращении в военный комиссариат мы проводим, устанавливаем причины неслужения в армии. Также он вызывается на призывную комиссию, ему определяется категория годности, и он зачисляется в запас. Но это не значит, что он служить не будет в случае известных мероприятий, как бы этот гражданин при наличии категории годности по здоровью также подлежит призыву в определенных обстоятельствах, ну и может призываться на военные сборы. Мгм, мгм. В федеральном законе имеется пункт о замене военной службы альтернативной. Работает ли эта норма? Как у нас в Якутии обстоят дела? Да, эта норма работает. Альтернативная гражданская служба– это особый вид трудовой деятельности взамен военной службы по призыву. Регулируется это Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом определенных моментов. Это у нас работает, действует. Единственное, хочу отметить, что категория граждан таких, она минимальная. Там у нас за Республику Саха-Якутия порядка 5-6 человек в год всего проходят альтернативную гражданскую службу. Да. Ну, тут надо тоже учесть, что альтернативная гражданская служба превышает военную службу. Если у нас на сегодняшний день служба по призыву составляет 1 год, то альтернативная гражданская служба, срок ее 21 месяц. Тоже при определении человеку выбрать службу по призыву или альтернативную гражданскую службу, надо учесть, во-первых, вот это. И еще один момент, она не всем дается, то есть человек должен доказать, что он по убеждениям должен ее проходить гражданскую службу, альтернативно имею в виду. Ну, то есть либо по религиозное убеждение. Да, либо по религиозным убеждениям. То есть все это рассматривается также на призывной комиссии. Если у человека есть основания заменить военную службу альтернативной, то это все рассматривается. А вот где у нас проходят альтернативную службу? Это медицинские учреждения? Спектр учреждений обширный. Это занимается Министерство труда и социального развития, как бы определяет. Нам приходит определенный перечень, согласованный уже с Министерством Российской Федерации. И эти граждане направляются уже в соответствии с расчетом, который установлен. А вот после прохождения службы получают какую-то воинскую специальность? Нет, воинскую специальность они не получают, у них заменилась она. Просто у них замена, и получается, а в военном билете идет какая отметка тогда получается? У человека, который прошел именно по Так и пишет альтернативную службу. Альтернативную службу прошел, да, и все. Все понятно. Куда и в какой форме вот родители призывников могут обратиться вот в случае возникновения жизненных ситуаций, различных вопросов? Сергей, первое, куда нужно обратиться, это военный комиссариат по месту жительства. Там, где призывник проходил призывную комиссию, либо состоит на учете, это первый шаг, который нужно сделать, это в сторону военного комиссариата. Дальше, если возникают какие-то трения, естественно, военный комиссариат субъекта у нас, либо сборный пункт, если там проходят мероприятия, призывники. Дальше мы уже разберемся, куда и что дальше направлять. Родители, я имею в виду. А вот если говорить о цифрах, да, например, меняется ли число призывников от призыва к призыву, растет ли или остается, в принципе, на том же уровне? Как правило, у нас остается примерно все на том же уровне, как бы значительных увеличений никаких не было. Тоже все вопросы всегда связываются со специальной военной операцией. Хочу отметить, что у нас в этом году, по сравнению с прошлым аналогичным периодом, весной 2022 года, заданий даже стало меньше. Порядка на 100 человек. Цифры как бы нам освечивать нельзя абсолютные, но вот уменьшение задания произошло порядка на 100 человек. Александр Владимирович, а могут ли, например, призывники, отслужив, подписать контракт и, например, отправиться в зону специальной военной операции сразу после прохождения военной службы? Да, Сергей, такое право предоставлено любому гражданину, не только отслужившему, даже не служившему. Может обратиться в военный комиссариат, если человек из патриотических побуждений желает пойти защищать Родину, тем более сейчас это очень актуально. Он вправе обратиться в военный комиссариат, пройти все мероприятия отбора, тем более сейчас это упрощенный порядок, и спокойно заключить контракт с вооруженными силами и направиться в воинские части. Как вы знаете, уже неоднократно мы это говорили, у нас в республике создан единый центр по отбору граждан на военную службу по контракту. Это в дополнение к действующему пункту отбора. Создан он на базе санатория «Бырал» в городе Якутске по Сергеляскому шоссе. Там полностью организовано проживание гражданам, даже те, кто приезжают у нас из других районов, у кого негде проживать, они там размещаются. Полностью нормально оборудованные комнаты, санаторий. Питание бесплатное. Там же проходят медицинские комиссии у нас, осмотр, вернее, сейчас уже
упрощенный порядок, то есть граждане при призыве по контракту, они проходят только медицинский осмотр. Там же полностью происходит весь забор анализов, оформляется личное дело, то есть гражданин, прибыв Абырал, санаторий Абырал, в этот единый центр, полностью как бы там все проходит, может даже оттуда не выходя уже уехать по контракту в воинскую часть. Насколько активно сейчас у нас идет набор на контрактную службу? И вообще хочется, чтобы вы напомнили нашим телезрителям, какие условия для поступления на службу по контракту. Сергей, да, сейчас очень, я бы хотел отметить уровень активизации граждан, патриотическое настроение. Очень много обращается к нам и военные комиссариаты, где военных комиссариатов нету, там люди обращаются прямо к главам муниципальных образований. Это взаимодействие у нас организовано. Это все активизировалось, потому что все прекрасно понимают, что сейчас это очень актуально. Люди идут защищать Родину. У нас очень много принято мер социальной поддержки, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне главы республики. То есть любой гражданин, который у нас заключает контракт на федеральном уровне, получает выплату 195 тысяч рублей при заключении контракта. У нас действует мера 200 тысяч рублей членам семей, которые заключают контракт, и 150 тысяч это самим военнослужащим. Имеется в виду кандидатам, когда при заключении контракта это все им выплачивается. Полностью распространяются все меры поддержки, которые приняты нашим Министерством труда и социального развития, естественно, главой республики, через Министерство труда. Все это действует, работает. Зарплаты мы доводим на месте, как бы там зависит от воинской должности, от воинской части, где это все будет проходить, от места проведения, вернее, места службы. То есть спектр широкий очень, включая и обеспечение жильем. То есть на военнослужащих это все распространяется, военная ипотека и все прочие моменты. Все это работает, все это актуально. А какие требования для службы по контракту? Сейчас требования у нас минимальные. Гражданин, главное, чтобы у него не было никаких патологий по здоровью. То есть не состоять на учете в наркологических, психологических диспансерах, обязательно проверять на туберкулез, ВИЧ, гепатит, вот эти все моменты. Если человек по этим показаниям подходит, естественно, там эпилепсия не берем, другие моменты, там тяжелые статьи, которые раньше были судимые, там связаны с психологическими, другими моментами. А так сейчас порядок упрощенный, то есть практически любой гражданин, пройдя медицинскую комиссию, может спокойно заключить контракт и защитить Родину в соответствии с этим. А вообще служба по контракту, она подразумевает участие в спецоперации или, может быть, службу? Сергей, нет, не обязательно. Да, основной, конечно, упор сейчас идет на специальную военную операцию, потому что и граждане сами, обращаясь как бы из этих побуждений. Но у нас есть очень много должностей, которые и в мирное время пригодны. Это связи, там очень много медицинских профилей, которые в пунктах постоянной дислокации. То есть у нас же нет такого, что воинская часть, вот, например, стоит в Хабаровске, что она вся снялась и уехала. То есть пункт постоянной дислокации остается, там склады, все есть на месте. Военнослужащие по призыву на месте остаются, то есть с ними командиры, все это продолжается. Повседневная деятельность у нас ведется в режиме, как это было раньше. Ну что ж, Александр Владимирович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Мы желаем успешного проведения весенней призывной кампании, чтобы все состоялось и набрали необходимое количество призывников. Спасибо, всем хорошего дня. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.